Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Искендер Шаршеев. Я рад вас приветствовать на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, задавайте мне различные вопросы в сфере экономики, политологии, управления бизнесом, маркетинга и финансов. А также просто о жизни. Со мной можно поговорить и по психологии, по простым жизненным вещам. Вот, например, у нас есть жизненная вещь одна. У нас сменился парламент, и сейчас, на сегодняшний день, сокращение правительства, убрали два министерства. Минэнерго превратили в энергохолдинг, Министерство молодежи и миграции распределили между Минтуризма и то есть раскидали практически министерство по агентствам и ведомствам, и Министерство обороны превратили в Госкомитет обороны. Да, это в принципе приветствуется, это хоть какая-то экономия, оптимизация средств, но количественного состава, я думаю, не так уж много произошло. Знаете, мы 3 года назад, в 2012 году, с группой экспертов разработали свою стратегию. Вот как мы предлагали сократить министерства и ведомства. Как вы считаете, можно ли сделать у нас такую конфигурацию? Можно ли настолько сократить наше министерство? Ведь экономия существенная, все-таки около 18 миллиардов сомов, это практически 1/6 часть нашего бюджета. И учитывая то, что прогноз был на этот год 117 миллиардов сомов. Я думаю, что это было бы существенно, и я думаю, что это было бы правильно. Все-таки государство должно быть как ночной сторож. Оно должно охранять нас по ночам, сохранять наши права и свободы, защищать нас от опасностей. А в целом, в остальном, в тех сферах ситуации может справиться рынок, желательно, чтобы государство самоустранилось. Потому что если государство лезет в бизнес, то там возникает монополия. А монополия — это уже беда всем средним и крупным честным бизнесменам. Плюс к этому можно было бы, сократив настолько наше министерство, сократить и налоги. Сделать 10%, как в Черногории. В Черногории 9%. Это замечательно просто. Дать нам десятилетие налоговых каникул, чтобы бизнесмены и народ простой разбогател, и уже потом можно было его обложить нормальными налогами. К тому же здравоохранение у нас и образование де-факто платные. Частные пенсионные фонды могли бы заработать больше денег для пенсионеров, а государственный пенсионный фонд можно было бы преобразовать на прямой контакт, на прямую оплату, на прямое финансирование пенсии из бюджета. В принципе, я думаю, что здравых шагов можно предпринять множество. Дело в том, что эти интересные реформы, интересные предложения многим людям кажутся катастрофой. На самом деле они так простые, так гениальные, и вполне безболезненные, когда это начнешь делать, что я думаю, если бы мы это сделали, все бы приятно удивились. Я преисполнен веры и оптимизма по поводу нашей страны, нашей экономики, по поводу нашей жизни будущей. И поэтому я бы хотел сказать, что я верю, что если мы эти реформы, преобразования начнем делать, то жить нам станет гораздо интереснее, гораздо легче. Так что подписывайтесь на мой канал, выскажите свое мнение. Могли бы мы еще более так сократить наше правительство, сделать компактное правительство. Вступайте, пожалуйста, со мной в споры, давайте советы, пишите ваши комментарии. А самое главное, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте мой канал друзьям. Вместе мы пообщаемся на эти темы, а кто знает, может быть, что-то и сделаем. айтсаңыз, мына 16 жыл өте оор жылдардан болушу күтүлүүдө да, мына ушундай оор шартта биздин өкмөткө сиз кандай сунуштарды айтар элеңиз да? Эмне эле жасашыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек деп бир. Бул жерде бир топ эксперттер менен акылдашканбыз, 2-3 жыл мурда ушу стратегия жазганбыз.
Стратегия боюнча азыр деле ошону сунуштайт элек да. Бул деген салыктардын негизи жөнөкөйлөттүрүү, салыктарды төлөө, салыктардын ставкаларын азайтуу. Черногориянын деңгээлине келсек, 9-10% кылсак, жалпы салыктын жүгүн жакшы болмокта биздин ишкерлерге. Андан сырткары бул деген эң сонун бир сунуш бар, бул таможня пошталарын азайтуу да, нольго келтирүү. Бирок бүгүнкү күндө биз биримдикке кирдик, кыла албайт ошол. Рахмат.